Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С начала этого года реализовано право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов. Об этом и других мерах поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, расскажет гость в студии Александр Рогалев, временно исполняющий обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Каковы итоги прошлого года по основным направлениям деятельности службы судебных приставов? Прошлый год, 2021, он имел тенденцию к снижению количества судебных решений, которые к нам поступали на исполнение, да, но при этом одновременно увеличилась сумма взыскиваемых средств по данным судебным решениям. Поступило свыше всего 500 000 исполдокументов. Взыскателям перечислено, то есть в пользу лиц перечислено более 8 миллиардов рублей за прошлый год. А всего на исполнении находилось около 1 миллиона исполпроизводств. Это на 6% больше, чем в предыдущем 2020 году было. Да? При этом нагрузка на одного пристава-исполнителя составила более 5000 производств. То есть у одного исполнителя 5000, скажем, дел, по которым должен отработать, сделать свою работу, взыскать задолженность, суммы и так далее. Также на основании постановлений судов и других органов, МВД, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, да, было приостановлено работа 81 объекта, то есть в том числе ковидные были мероприятия, санитарно-технологические приостановления деятельности, объектов общественного питания и так далее. Да. И было также исполнено 11 судебных решений о сносе самовольных строений, незаконно возведенных построек. Также в рамках 76 производств было предоставлено жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в прошлом году. Всего было изыскано также более 150 миллионов рублей по алиментам и 85,5 миллионов задолженности по заработной плате в пользу лиц, которые своевременно ее не получили. Также с лиц, совершивших преступления в пользу потерпевших в счет причиненного ущерба было изыскано 60,5 миллионов рублей в прошлом году. Что касается работы с имуществом должников, то было наложено более 2000 арестов на различные имущества должников с последующей реализацией либо самореализацией этого имущества должниками. Всего по итогам года приставами по обеспечению условного порядка деятельности судов, которые несут службу в судах, следят за безопасностью, было безопасность обеспечена всех судов республики, это 91 здание судов, судебных участков мировых судей в том числе. Исполнено более 67 тысяч заявок на обеспечение безопасности в залах судебных заседаний. Когда идет заседание, пристав смотрит, чтобы не совершались какие-либо правонарушения, преступления их пресекает и так далее. Да? И также было приведено принудительным приводом более 2000 лиц в суд, которые самостоятельно туда не пожелали явиться. В отношении них был подвергнут принудительный привод. Это в суды. И также к нашим сотрудникам также было приведено принудительно около 900 лиц. Таким образом. Это вкратце, что вот в прошлом году какие итоги. Взыскание алиментов всегда являлось приоритетным направлением деятельности судебных приставов. Расскажите подробнее об этом. Да, в течение взыскание алиментов всегда для нас остается приоритетным направлением, одним из наиболее социально важных, социально значимых. Да. В течение прошлого года находилось на исполнении более 11 тысяч производств взыскания алиментов. При этом возбуждено в прошлом году 6,5 тысяч почти производств данного направления. В результате мер, принятых представителями было взыскано в пользу лиц, которые получают алименты, более 250 миллионов рублей. Также в отношении должников могут быть применены, применяются приставами такие меры, как обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника. То есть, если он работает, то отправляется документ по месту его работы, где будет удерживаться часть заработной платы до 70% по алиментам в пользу взыскателей, да, и в последующем пристав отслеживает данные бухгалтерии предприятия, чтобы своевременно и в полном объеме эти удержания были. Также, если должник не имеет постоянного места работы, то взыскание осуществляется за счет его имущества. В первую очередь, конечно, даже наличные денежные средства, так называемые предметы роскоши, то есть это драгоценные металлы, ювелирные изделия, на которые возможно платить взыскание с целью получения алиментов, да. Также применяются ограничения в отношении должников, такие как запрет, ограничение временное на выезд из Российской Федерации, из страны, да, в случае, если есть задолженность, а также ограничение специальным правом, то есть правом управлять транспортным средством, автомобильным, речным транспортом, воздушным транспортом, да, то есть в органы ГИБДД либо ГИМС направляются постановление пристава, и должник теряет временно свое право на управление транспортным средством пока до погашения задолженности.
Также должники по алиментам, ну, как социально наиболее значимая категория, как уже звучит, да, они активно привлекаются приставом к ответственности, административные и уголовные случаи неуплаты. В прошлом году к административной ответственности по статье 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации было привлечено 716 должников, из них 375 было в последующем привлечено к уголовной ответственности, да, по статье 157 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну, однако стоит сказать, что уголовное преследование, возбуждение уголовного дела — это, конечно же, последняя стадия, последняя точка, когда должник уже, так скажем, совершенно не справляется, меры не принимает, выводы для себя не делает должных, да. Конечно, прежде чем уголовное дело возбудить, нашими дознавателями этим занимаются, пристав, конечно, принимает весь комплекс мер. То есть он добивается неоднократно, там, да, и причем беседами, путем иных ограничений, но тем не менее бывает такое. Кстати, вот хотел сказать, пользуясь случаем, что с этого года у нас большие изменения в законодательство в этой части, в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, начиная с февраля этого года, в том случае, если лицо даже оплачивает алименты, но в размере меньшем, чем это условно судебным решением, условно говоря, должен 10 тысяч платить, а платит 7, то это в настоящее время не исключает его привлечения к административной уголовной ответственности. То есть если раньше на это как, смотрели более лояльно, с текущего года должен платить столько, сколько сказал суд, а не столько, сколько сам там захотел, допустим. Да? Вот. Ну, также отмечу, что в целях привлечения общественного внимания к проблематике уплаты алиментов ежегодно в нашем управлении проводится акция «Органы принудительного исполнения детям», которая направлена на повышение эффективности взыскания именно алиментных платежей. В период пандемии каким способом граждане и представители организаций могут получить сведения об исполнительном производстве? Ну, во-первых, на портале госуслуг, государственных услуг, через личный кабинет стороны исполнительного производства в режиме онлайн можно получать всю информацию, практически всю, почти всю, о ходе исполнительного производства, знакомиться с процессуальными документами, то есть получать эти документы, снимать, распечатывать копии, да, представлять иные органы их. А для этого достаточно просто зарегистрироваться в личном кабинете на госуслугах, да, и оформить подписку соответствующую, чтобы на электронную почту уже человеку, должнику либо взыскателю, приходил список выносимых судебным приставом исполнителем документов, постановлений, с указанием дат, время, там, со всеми реквизитами необходимыми. Да. Таким образом, можно узнать обо всех действиях пристава-исполнителей по исполнительному производству. То есть, если пристав вынес какое-то в отношении должника ограничение, то оно появится на госуслугах. Если есть такая подписка, не нужно ждать его поступления по почте, да, почтовой связи или как. То есть это все в режиме онлайн, в цифровом виде очень быстро можно информацию получить. А какие еще электронные сервисы работают на официальном сайте управления ФССП? Расскажите, пожалуйста, о них, в чем их преимущество. Ну, также, да, для удобства жителей республики, чтобы узнать, являются ли они должниками, мы рекомендуем пользоваться самым актуальным и самым достоверным источником. Это банк данных исполнительных производств на официальном сайте управления ФССП России по республике Саха-Якутия. То есть на официальном сайте есть соответствующий раздел. Являетесь ли вы должником, там достаточно ввести просто фамилию, имя, отчество, дату рождения, и вся актуальная информация, если производство, она там появится. Также могут появляться и юридические лица на данном ресурсе. То есть, допустим, какие-то предприниматели могут своих контрагентов проверить, с которым они предполагают заключить какие-то, может быть, соглашения, сделки и так далее. Да? То есть тоже будет видно, является эта фирма должником или нет, стоит ли, допустим, с ней иметь дело и так далее. Также у нас есть многоканальный телефон 31 96 97, по нему можно обратиться и получить краткую информацию, не всю информацию, потому что закон не позволяет без идентификации звонившего ее предоставить, но краткую информацию, которая находится в общем доступе, также можно получить по данному телефону. Также можно записаться на личный прием к приставу-исполнителю либо иному должностному лицу службы. Также через официальный сайт есть раздел «Запись на личный прием». Если вот в прошлом году, позапрошлом 2020 году воспользовались 2000 человек, записались на личный прием через сайт, то в прошлом году уже около 7000 человек, то есть активно население использует этот ресурс. Ну, это в первую очередь, конечно, было связано с ковидными ограничениями, да, ну и для удобства, чтобы люди не стояли в очередях, а уже знали, к какому времени можно подойти. Подскажите, что делать должнику, если он не отказывается оплачивать свой долг, но временно испытывает материальные трудности? Такие ситуации законом также предусмотрены. Да, должник может обратиться в любой момент в суд, если суд выдал исполнительный документ, либо к иному лицу должностному, который вынес документ, ну, допустим, это штраф, да, не судебный, если он, за предоставлением отсрочки либо рассрочки исполнения судебных решений.
Отсрочка означает изменение срока исполнения судебного решения, то есть должник может предоставить документы, которые его имущественное положение там, подтверждают, да, скажем, не очень хорошее. И суд, как правило, идет навстречу в этих случаях, да, просто должник выплачивает определенную сумму ежемесячно, там, установленную судом, и в этом случае, конечно, приставы принудительные меры активно не применяют, пока он исполняет эту рассрочку добросовестно. Как только, естественно, он перестанет ее придерживаться, то, конечно, опять будут все меры к нему применены. Есть перечень оснований, конкретно перечень оснований он в законе не предусмотрен, но есть на практике, да, это, конечно, изменение имущественного положения, то есть уволили, может, человека с работы, там, не дай бог, сократили, там, по сокращению штатов ушел, да, или там болезнь там какая-то случилась, да, не можешь прожить деятельность трудовую. В этом случае, конечно, если документы подтверждающие имеются, можно предоставить в суд и ходатайствовать о том, чтобы можно было отсрочить либо рассрочить исполнение данного судебного решения. Уже 5 лет Федеральная служба судебных приставов России осуществляет надзор за деятельностью коллекторских организаций. Что нового в этом направлении работы? Да, такие функции у нас имеются с недавнего времени. За прошлый год всего рассмотрено 197 жалоб на действия коллекторов. В основном обращения граждан содержат информацию, конечно же, о поступлении звонков телефонных от неустановленных лиц, сообщений с угрозами, бывают, да, с психологическим давлением от коллекторов, использование выражений, которые унижают честь и достоинство людей. Да, такие обращения к нам поступают. Мы их активно рассматриваем, привлекаем данных лиц юридически к ответственности, инициируем привлечение через судебные органы и к ответственности. Одним из изменений в законодательстве в сфере данной деятельности, надзора за коллекторами, являются наделение полномочиями должностных лиц ФСП России по рассмотрению административных правонарушений по статье 1457 именно нашими должностными лицами. Если ранее в судебном порядке это рассматривалось, то с недавнего времени нам передали полномочия, чтобы мы самостоятельно рассматривали своими постановлениями и принимали решения о мере наказания в отношении данных лиц коллекторов. То есть меру наказания уже определяем самостоятельно. Это, конечно, большое подспорье, плюс для нас. Ну а с 2020 года по статусу судебные приставы приравнены к правоохранительным органам. Какие изменения произошли в вашей структуре? Да, в принципе, полномочия правоохранительного органа у федеральных судебных приставов были всегда, фактически. То есть это и работа с оружием, это привлечение лиц к уголовной ответственности, расследование уголовных дел, преступлений, да. Поэтому они были, но процессуально, то есть это все было закреплено, и статус службы был приравнен к правоохранительным органам именно, да, вот в 2020 году. Сам статус пристава судебного он поменялся, значительно возрос. Принятие этого закона привело функции, выполняемые, в первую очередь, предоставили гарантии сотрудникам, да, пенсионного обеспечения, выслуги лет и так далее. Естественно, возросли требования к сотрудникам, да, то есть необходимо теперь соответствовать уровню образования определенному, он повысился. Как правило, нужно высшее образование, причем юридическое либо экономическое, как правило. Также необходимо постоянно обучаться. Высокие требования определяются уровнем физической подготовки, естественно, теперь, да. То есть теперь обязательно военную врачебную экспертизу нужно пройти для поступления на службу. 2 раза в год сдавать физические нормативы. Соответственно, при их несдаче тоже решается вопрос. То есть повысились как гарантии для сотрудников условия службы, условия работы, да, так и требования к ним. Ну, будем надеяться, что все эти изменения послужат эффективной работе судебных приставов. Александр Александрович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успехов в работе. Спасибо большое. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.